Сухумское государственное музыкальное училище имени Алексея Чичба было основано в 1930 году как Абхазский государственный музыкальный техникум. Это первое музыкальное учебное заведение в Абхазии. Благодаря блестящему педагогическому составу музыкальный техникум быстро стал центром музыкальной культуры и главной кузницей профессиональных кадров республики. В училище, при котором функционирует музыкальная школа, обучается 190 детей, а многие выпускники становятся яркими звездами на большой всемирной сцене, не забывают родную альма-матер, всячески поддерживают и помогают. У музыкального училища очень большая история. Многие знаменитые люди выросли в стенах нашего училища. Если брать новейшую историю, то такие звезды мировой оперной сцены, как Хибла Герзмава, Алиса Гицпа, лучший органист года в этом году Лука Гадели. Это все наши дети, наши выпускники. И мы счастливы, что они есть, и что они родом из Абхазии, не забывают свою страну, и когда приезжают, делают очень много, особенно Хибла, она нам всегда помогает. В 2022 году в здании музыкального училища начался капитальный ремонт. Первый этаж здания полностью отремонтирован, и, что важно, сохранена вся первоначальная стилистика интерьера. Это стиль модерн, мы стараемся сохранить этот стиль. Конечно, впереди очень много еще работ, но главное, наш президент и наше правительство открыли дорогу, и я думаю, что в ближайшее время мы уже сможем в большом зале нашего училища проводить интересные концерты. Музыкальное училище совместно с учреждениями культуры проводит множество мероприятий и проектов. В начале февраля в Абхазском государственном театре планируется проведение мастер-классов двух именитых музыкантов России. К нам приезжают на мастер-класс выдающиеся музыканты. Это Лаура Водяницкая и Антон Давидянц. И я думаю, что многим, кто интересуется эстрадным вокалом, будет интересно. Я приглашаю всех вокалистов, эстрадников прийти на этот мастер-класс. Рассказывая о планах на 2023 год, Нинель Бжаня делится. Планов очень много. У нас, конечно, ежегодные музыкальные абонементы просветительские, такие образовательные. У нас будет парад концертов. Это предусматривает сольное исполнение программы вместе с нашим камерным оркестром. У нас очень много внутренних концертов, и тематических, и отчетных. Я думаю, что палитра вся концертная будет довольно-таки интересна. Многие выпускники музыкального училища продолжают свой творческий путь и при поддержке родного училища и министерства поступают в вузы Российской Федерации. Талантливые юные студенты поддерживают связь с училищем и педагогами, и, безусловно, многие планируют вернуться на родину. Я уверена, что эти дети, конечно, сюда приедут. Если они захотят здесь работать, они, конечно, будут работать. Но в любом случае мы с ними поддерживаем контакты, мы поддерживаем связи. У нас есть очень интересный летний проект, который мы в прошлом году возобновили. Это музыкальные каникулы. То есть все дети, которые обучаются в вузах России, музыканты, естественно, они принимают участие в этом концерте и показывают каждое лето то, чего они достигли, свои успехи, делятся с нами. Сегодня в музыкальном училище функционирует отделение фортепиано, струнных, народных и духовых инструментов, вокала, теории музыки, народного хорового творчества и музыкального искусства эстрады. У нас, к сожалению, уже года 2 не функционирует отделение хорового дирижирования, но мы надеемся, что вернется наш выпускник Барас Куджба, который учится в Московской консерватории, и он закончит свое обучение и приедет сюда. И мы надеемся, что он будет работать и у нас в училище, и в государственной хоровой капелле. То есть это те кадры, которых мы воспитали, которые должны, обязаны просто, я считаю, приехать на родину и продолжать наше дело. Рада Чачава, Камила Джопова, Абхазское телевидение.